12 вводных, 13 тактических задач, 250 участников и 48 часов науки и опытных исследований. Все это безопасная Арктика. Помимо практических учений в Воркуте в эти дни проходит деловая и культурная программа. Накануне спасатели побывали в школах заполярного города. О цели визита расскажет Анна Зубарева. Как выглядит пояс пожарного, для чего нужен карабин и как ориентируются спасатели в условиях сильной задымленности? На эти вопросы школьники Воркуты теперь знают ответы. Пояс широкий и многофункциональный, карабин для страховки, где плохая видимость, огнеборцы идут на ощупь, прежде обязательно изучив план помещения. Тут же ребята узнают о суперспособности униформы пожарного. Она как огнеупорная идет. Это поверхность кевла, она не горит. Наверное, секунд 10 точно можно ее просто открытым огнем опалить. В этот день воркутинские кадеты проводят флешмоб «Мы за безопасную Арктику». В цветах российского триколора выстраиваются в слово «Арктика», растянув 10-метровый флаг республики. В это время руководители образовательных учреждений знакомятся с современной учебной литературой. Им презентуют новые расширенные учебники по ОБЖ. Здесь оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановление дыхания, кровотечения. В предыдущих учебных пособиях это было очень коротко и мало наглядно. И этому было уделено очень мало внимания. Сейчас на страницах яркие иллюстрации. Каждая ситуация по оказанию первой медицинской помощи описана в деталях. 5 дней в Воркуте проходят учения по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций. Здесь отработка современных технологий и дискуссии экспертов и обмен опытом. Как говорят организаторы, все для того, чтобы получить знания, объединить усилия, быть лучшими в своем деле ради спасения 1000 жизней. Анна Зубарева, телеканал Юрган, Воркута.